Дорогие друзья, ну что, огороды наши забыты, и начинается новая интересная пора. Осенняя пора, ну а потом зимняя пора. Что же нам делать в долгие зимние вечера? Ну, конечно же, принимать гостей по субботам, воскресеньям, семейные обеды, походы в гости к друзьям. А чем можно с ними заняться? Вообще, как украсить свой стол праздничный? Это художественный карвинг. Все об этом замечательном деле нам расскажет специалист, эксперт большой вот в этой области Татьяна Васильева, мастер по художественному карвингу. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Ну что такое вообще художественный карвинг? С чем его едят? Художественный карвинг – это у нас карвинг по вырезанию вообще, если мы делаем что-то красивое, это уже карвинг. Если вырезаем из овощей и фруктов. Художественное – это когда мы создаем из простых фруктов и овощей что-то красивое, цветы, например, листья. И не только можно вырезать, да, на арбузах. И портреты можно, и корзины, и все что угодно. Даже портреты? Да, даже портреты. Вот это да, дорогие друзья. Ну, вообще, надо сказать, что карвинг, так сказать, вот как культура вообще такая вот художественная, она сформировалась достаточно давно. Считается, что родина карвинга – это Япония, потом присоединился Таиланд, ну и потом вообще вся эта культура распространилась на Юго-Восточную Азию. Ну и, наконец, добралась до нас. Да. Вот. В каком году состоялся чемпионат по карвингу у нас в Москве? Ну, первый. Первый? Ой. В 2013 году. Ну да, 2013. А чуть-чуть раньше, в 2010 или вот что-то вот в этом роде, состоялось в Европе. Да. Ну, такое вот большое такое сообщество собралось. Карверы. Но я думаю, что карвером может стать любая домохозяйка, ну и не только, да? Вот. Да. Сегодня вы научите азам каким-то. Так, мы сегодня будем делать красивые листья и попробуем сделать из пекинской капусты хризантемы. Вот посмотрите, какая красота. Так, ну что, начнем? Начнем. Вот пекинская у нас капуста, морковь. Вообще сезонные овощи, да? Сезонные овощи используем, и обязательно нужно всегда очищать от кожуры. Можем давайте. Обязательно перчаточки нужны, да? Ну, поскольку мы, как говорится, да, показываем, дома можно обойтись наверняка без перчаток, да? Достаточно помыть ручки. Ну, а тут желательно показательно мы перчатками. перчаточками работаем. Техники безопасности. Даже и безопасности. Да. Вот. Так. Очищаем морковь вначале, да? Ой, у вас тут так много ножей всяких. В общем, овощечистка. Ой, мне так нравится работать овощечисткой. Я это ценила, когда собирали урожаи, когда готовили морковь к зиме. Все, у нас такая. И нужно будет вам порезать ее на слайсы. Как это понять? Так. Слайсы. Еще одно новое слово. Вот так. Они не сильно тонкие. Вот таким образом, да? Да. Да, конечно, попробуем. То есть это вот прям вот длинная, во всю длину, как говорится, да? Да. Ну, я попробую, конечно. Аккуратно. Потоньше, да? Потом. Ой. Да. Давайте побольше. Так, в общем, уверенно. Да, мы у себя на кухне, можно сказать. Так, и вот постараться, да, действительно. Аккуратненько. Вот, она пошла уже у меня такая толстенькая. Но дальше уже, наверное, у меня не получится. Так, для того, чтобы руки наши, точнее пальцы наши привыкли к ножикам разным, да, нужно обязательно очень много раз резать, попробовать. И обычно так, за 3 часа, говорят, то, что когда на обучении, на 3 часа
пальцы наши только привыкают. О, Сразу все, сразу не получается. Надо сидеть, делать и, как сказать, ну, в привыкнуть- общем, привыкнуть сидеть к- и резать Да. без конца, да? Так, у нас всего есть простые ножи мои, которые я работаю. Это не только я, и у всех, наверное, хозяек есть такие простые ножики для фруктов называются. С ними можно работать. Что тут нюанс какой, да? Они должны быть чуть тоньше. Вот такие. Ага. Лезвие Да, потоньше. лезвие потоньше. И есть такие полупрофессиональные для уже ажурной резки и профессиональные. Вот такие. Ой, похож на какой-то. Тайский. Вот, тайский нож. Тайский нож, который я работаю. Ну, это родина карвинга, в Да, общем-то, можно и уже сказать. привыкла. А вот такие специальные, это для арбузов и для бахчевых культур, которые... Я думала, это вообще для мужской набор какой-то инструментов. Так, вам такой ножик. Так, вот такой. И самое главное правило, надо держать нож так, как держите ручку. Ручку. Так. Мгм. Держим и Начинаем. начинаем. Так, давайте, как вам удобнее, вот так. Мгм. Будем резать, придавать формы Мгм. листьев. Это у нас будет лепесток. Начинаем сверху, верхушки и вниз. Аккуратно и срезаем. Вот. Вот это вот срезать нужно, Да. да? И лишнее убрать. Ни о чем другом мы не думаем. Главное, аккуратненько нарезать вот эти вот лепесточки, да? Листик этот. Ой. Так. В общем, с непривычки никогда в жизни не занималась художественной резкой овощей. Но это очень занимательно и интересно. Так, аккуратненько. Но я поняла, вот этот нож, оказывается, очень удобно таким ножом вот работать. Изогнутый, да? Угу, изогнутый именно. Ну, в общем, интересно, да? Вот, это из морковочки. Слушайте, а вот это вот то, что вот мы нарезаем, это потом же употребляется в пищу, да? Конечно. О, вот. Ничего страшного. Вот так. Можно потом так, лунки сделать посередине. Вот. Берем Луночки. и тоже убираем. А, вот как. Аккуратненько. То есть вот такой вот, в общем, выковыриваем дырочку. Вот. А, на каждом листике, На да? каждом листике. Ой. Это вообще работка, конечно, да. Это связано все с такой, знаете, нужно иметь такую твердую руку, да? Хороший глазомер. Ну, вы взяли И терпение, морковь, да? Вы взяли именно морковочку, видимо, потому что это все-таки очень твердый такой овощ, да? Но он считается наоборот такой Мягонький. мягеньким, ага. И лезвие ножа как будто летает, ну как сказать, плывет. А самый вот трудный для карвинга овощ какой? Это тыква Тыква? с кожурой, которая, да, тыква, То есть арбуз. используется и кожура, да, используется? Да. Ну надо Да. же. И это наоборот Но очень ведь- красиво смотрится, если... А знаете, Да, тыква разные. же, у нее же разные бывают эти кожурки. У кого-то твердая кожура, у кого-то По мягкая. сезонности, да. Да. Если это свежая, то она более мягкая. Более мягкая, а потом она как-то затвердевает. Хотя это для каждого мастера свой нелюбимый фрукт для работы. У да. вас тыква. У меня тыква. да. Скажите, а вот легкие, вот морковь, вы Вот сказали, морковь любите? люблю, перцы, огурцы. Ну, огурчики, они совершенно нежные такие.
То есть там, соответственно, и техника должна быть какая-то такая, да? Ну, Нет особой техники, другой техники резки не нужен, я думаю. мгм. Ну, то есть вот смотрите, я прям так стараюсь, это просто вообще так. В общем, фух. Вот. Так. И такая должна у нас получиться. Просто почему я выбрала сразу Морковку? морковку? Мгм. Потому что она такая форму потом можно придать ей. Мгм. Изогнутую, да? Обязательно нужно Мгм. ее помещать в холодную воду, чтобы она придала себе такую форму изогнутости. Вот. А, то есть потом в воду, да? Да. Не до, а после. После. Уже после художественной вот этой вот обработки, да? Мгм. Давайте. Такие же листики мы делаем из перца. Ой, в общем. Так, ну ладно. Так было задумано. В природе тоже бывает не все одинаково. Да. Да, поэтому будем считать, что так, в нашем деле. Так, и вы уже по перцу пошли. Да. Но говорят, что перец самый-самый такой вот у нас в России, перчик прям самый любимый, да, у специалистов вот по этому виду. Потому что он мягкий, скорее всего, да? И Поддается, да, очень по хорошо текстуре поддается хорошо по текстуре. поддается. Ну, в общем, вот. И самое главное, тут надо мало было отходов. Аккуратно. Вот это можно потом на плов, да, использовать. Ну да, Остатки. да, или там для салата какого-то. Да. Или в жаркое. Так, вот и все. Листья у нас бывают разные. Можно лунки какие угодно делать. Посередине, сбоку. Ой, ну в общем, с грехом пополам. Вот. И мы опускаем, сказали, водичку для того, чтобы у нас вот это вот изделие получилось гибким таким, да? Нет, оно само сейчас гибкое, а когда она в воде, она придает этот свой ну, можно в любую банку ее. Потом она свою эту форму придает. Можно изогнутую такой листик, да, сделать. То есть чем уже, допустим, сосуд, да, какой-то, куда мы помещаем, в конце, сделаем, я тем- вам покажу, как можно сделать. Давайте, Так. сможете Теперь сделать? из перца, да? А из перца что вы сделали? То же самое, А, то же самое? но у нас С уже обеих другая сторон. мягкая текстура такая. Ой, так. Это она должна быть вот прям вот так вот на ней, да? Или Да, как? можете примерно нарисовать, ну, представить форму и уже режем аккуратно. Ну, кстати, вот уже поворачивать. Ой, смотрите-ка, с обеих сторон, да? Нет, не с одной? обеих сторон, с одной стороны. Так, вот. Мгм. Вот. Ну, это прям, знаете, настоящая работа художника. Нужно действительно иметь хороший глазомер и твердую руку, да? Не только нож. Вау, красота, Вот. да. Новичкам советую работать Что тем вот, фруктом, да. овощем, которые есть дома. Например, я начала с картошки. А, Сидела, вырезала, и листья вырезала. И потом у меня такие красивые, сперва были некрасивые, конечно, потом Постепенно вы Постепенно. набили руку, Да. скажем так, да? Но вообще вот этой процедурой нужно озаботиться допустим, торжество у нас завтра. Вот накануне или это нужно всю ночь сидеть? да, И... накануне. Накануне. Кстати, можно в холодильнике хранить до 5 суток. О, даже, Это у да? нас овощи, какие овощи, да? У нас не огурцы, а
Морковка хранится Так. до 5, пекинская капуста, вот у нас есть кабачки, они тоже, и все остальные за 2 дня. Ну, за 2 дня, в общем, это не накануне всю ночь сидеть там корпеть, да? И картошечка да. еще у нас может. Еще и картошка может Да. быть. Картошка сырая, да? Сырая. Работает. То есть все вот эти овощи для карвинга, они используются сырыми, да? Все. Да, все сырыми, потом можно их отварить или в духовочку. И они вот так и запекутся всякими там Запекутся, лебедями, хризантемами. Да, я сегодня покажу. Можно еще сейчас вот заготовки сделать, порезать и в вакуум. И заморозить. И заморозить. М. Все, так, начинаем делать Пекинскую. пекинскую капусту. Капуста. Так, берем такой специальный ножик, у меня есть. Начинаем по шахматному порядку резать пекинскую капусту. Вот так. Тут у нее жилки есть. Жилки, да? Так. Аккуратненько берем. То есть мы сейчас из этой капусты изготавливаем хризантему. И лишнее убираем. Раз. Ой, аккуратно. Каждый раз. Вот такие должны получиться. Так, дальше идем. В Академии карвинга я получила 5-ю ступень. Вот. И потом в 2018 году международной Сиамской академии карвинга в Бангкоке обучилась. На родине. На практически, родине да? карвинга. Ну, хотя считается, что это Япония, но и Япония, и Таиланд, они как-то вместе. Это народное ремесло Таиланда уже тоже. То есть у вас прям вот любая абсолютно подача блюд дома прям вот на таком высоком Нет, конечно. уровне. То есть, Когда как. У меня даже... но мне кажется, с вашими навыками любой завтрак может превратиться в какую-то там симфонию такую. Ну, видите ли, Кулинарного мы всегда искусства. спешим на работу, например, да, поэтому никак, когда так получается. Ну, то есть, во всяком случае, праздники — это всегда вы там самая такая главная, видимо. Да, можно сказать. И друзья уже привыкли. Фрукты, овощи не трогают. То есть, Приедет Таня, да, сделает всё быстренько. сделает красиво. Красивенько и быстренько все сделает. Вот, так она у смотрите, нас. вот такая красота получилась. Но И для того, чтобы чтобы раскрылась, её нужно надо- ее замочить в водичке. И вот посмотрите, друзья, что у нас уже получается, да, когда она уже немножко... А сколько она должна? Минут 5. Минут 5 буквально. Если вода Ну, холодная. из-за нехватки времени давайте покажем вот эту красоту. Вот такой вот у нас цветочек получился, 2 цветка. Посмотрите, третий как красиво. будет, да? А еще нужно, вы как-то помогаете руками, ручками? Нет, вот нет, так нет, вот? нет. То есть она сама вот так Да, вот раскрывается и сама заворачивается, да? Можно ее тут чуть-чуть Придавить. придавить. Мы же сказали, что можно запечь ее в духовке. Например, я готовила вот такую. Смазать маслом и ранее подготовленный. Вот такая. Берем. Это кабачок. Это у нас Прям со кабачок. шкуркой, да? Да. Ой, такая красота, смотрите. А кабачки ведь, они же разноцветные, они бывают и желтенькие, да? Ну, хотя у нас вот, я только желтые знаю и зеленые. То есть, Сорт разный, да? у сорт, нас? да, цукини, по-моему, желтенькие, а остальные какие-то сорта, вот они все зеленые. То есть прям со шкуркой использовать. Да, со шкуркой она, наоборот, двухцветная, и она, наоборот, очень красиво смотрится. Да. Ой, как красиво. И вот эти все у нас и морковь, и кабачок, перец будут запекаться. Добавляем тут оливковое масло, соль, перец и любимые травы можно, любые, да, и запечь на 180 градусов, примерно на 25 минут. 25 минут, да, где-то? 20-25 минут. И все.
Да. А потом это готово. уже используется как специальное блюдо отдельное или как украшение, вот вы говорите? Ну, специальное блюдо отдельное, как к мясу, да? Мгм. Гарнир. Мгм. Можно Это такой вот- красивый гарнир. Можно такой гарнир красивый. Ой, как жалко будет его есть, наверное, потом. И также еще второй вариант. Это можно использовать именно вакуум для того, чтобы заморозить, да, их? Да, можно заморозить, можно в холодильнике хранить. Мгм. И в холодильнике, в морозильнике может храниться достаточно долго, да? То есть весь воздух должен выйти. У нас у якутян у всех есть лари, да? Ну или когда мороз совсем ударит, это уже вообще просто можно вынести на балкон куда-то, да? И вот таким вот такие образом заготовочки. заморозить. Да? Да, Мгм. думаю, очень удобно. Да, это здорово. Потом вытащила. Мгм. Дорогие друзья, ну вот из овощей, абсолютно любых сезонных овощей, те, которые имеются у нас здесь, в Якутии, можно, те, которые мы вырастили сами, можно приготовить, вот, воспользоваться вот этим всем инструментарием и изготовить, ну, просто какие-то кулинарные шедевры. И я вам покажу сегодня, как я буду резать Картошку. розу. Из картошки. Из картошку розу. Ой, какая красота. А потом вот этот картофель можно запечь, да? Да, запечь в духовке или же отварить. А он не развалится? Ну, то есть нужно... можно вытащить Да. ее за несколько минут. Примерно картофель варится 20 минут, да? Да, Где-то. примерно. То есть варить. нужно... За 15 минут ее вытащить и запечь. Придаю Опять-таки, форму. это уже тайский нож у вас. Но можно использовать обычный вот такой вот ножик, да? Да, можно использовать такой ножик. Давайте я попробую. А еще для карвинга можно ли использовать, ну, допустим, не каждая хозяйка может похвастаться там вот арсеналом таким, как у вас, да? Ножницы. Да? Простым ножом тоже Простым можно ножом как-то можно, попробовать? только она должна быть тонкой и Тонкий очень и острый. острой. Вот. Ну, у Татьяны это прям все в руках горит, все так спорится. Мы так наверняка, если, значит, мешок картошки вот так вот почистим розочками, наверняка тоже научимся. Я, наверное, и почистила в свое время целый мешок картошки, Да, чтобы обучиться. Я представляю масштабы. Да. Ну, знаете, насчет увлечет, да, все-таки сейчас ведь застолья, они такие, ведь мы собираемся, конечно, за стол, за праздничный стол, отметить какое-то торжество, и, конечно же, хочется, чтобы это было очень эстетично, красиво, да? Подача блюд была, чтобы красивой. Да. И к этому стремится любая хозяйка. Конечно же, хочется быть на высоте, так сказать. Любая хозяйка стремится, вот, да? И то есть нет предела, как говорится, для совершенства, для работы над собой. То есть любая хозяйка может начать буквально вот с картошки. Такая картошечка. Симпатичная картошка. Ой, такая красивенькая розочка получилась. Вот. Ее тоже нужно отмочить, да? Да. Обязательно. А почему вот отмачивают, ну, допустим, картофель? Для чего? Чтобы она не темнела. И потом обязательно отварить. А еще вот можно, чтобы, допустим, не темнели какие-то яблоки, фрукты, например, да, вот нарезают. Я использую лимонный сок, брызгаю обычно. Ну, только лимонный сок у нас помогает. И можно добавить к яблокам, точнее, ко всем фруктам, которые темнеют, в воду лимонный сок, пару ложечек. И вот эти вот яблоки, все тоже, все вот в холодной воде нужно отмачивать, да? Нет, и яблоки можно прям лимоном смазать, сбрызнуть. да, сбрызнуть, и она будет
не темнеть. Не темнеть. Вот посмотрите, друзья, вот это вот дело у нас будет запекаться, а вот это вот мы уже готовим для какого-то торжества, заранее заготовку, да? Да. Так, ну что, Татьяна, большое огромное спасибо. Что бы вы хотели пожелать нашим замечательным хозяйкам, якутянкам? Хочу пожелать нашим прекрасным девушкам, женщинам не бояться, пробовать, всегда пробовать новое. Я думаю, все домашние будут только рады. Ну, конечно. А гости как будут восторгаться и восхищаться? Ну что, дорогие друзья, вот сегодня мы познакомились с азами карвинга. Оказывается, это не так сложно и как бы совершенно что-то запредельно такое невероятное. А вот эта вот кухня высокая, она может прийти в ваш дом прям буквально вот вашими руками. Ну что, дорогие друзья, высокая кухня – это не только рестораны, это еще, оказывается, и просто какой-то обычный ужин дома с вашими домашними. Благодаря вот таким навыкам, которые нам показала сегодня наша спикер нашей программы Татьяна, можно всему этому научиться. Главное, конечно же, это упорство, да, внимательность, твердость руки. Все это можно отточить буквально, ну, скажем так, вот до Нового года сколько осталось, пробуем, в общем. Каждый вечер.